31 мая в Российской академии наук состоялась научно-практическая конференция «Профилактика и лечение заболеваний». Представила директор Института инсульта МГУ Вероника Игоревна Скворцова. «31 мая в Российской академии наук состоялась научно-практическая конференция «Профилактика и лечение заболеваний социального характера», организованная в рамках форума «Экономика». А оказывается, можно не болеть, можно не стареть, можно не умирать. Это тема доклада. Докладчик Петров Аркадий Наумович, президент-основатель фонда Аркадия Петрова. Пожалуйста, Аркадий Наумович. У нас подготовлен для вас фильм, который может быть полностью продемонстрирован сегодня в Зеленом зале, где я должен провести семинар, в том числе со многими учеными из разных стран, которые приехали специально для того, чтобы ознакомиться с этой информацией. Они уже были в нашем центре, они уже были в разном положении, как исследователей, так и пациентов. И то, что они сегодня приехали, а среди них и академики, и очень известные ученые, уже говорит о том, насколько серьезно они воспринимают вот данное направление, так сказать, вот, ну, я не скажу от медицины, это немножко другое, но все-таки связанное с медициной. Пожалуйста, если можно, вот эти сюжеты из фильма. Очень рад вас видеть, Тамара Владимировна. Особенно в связи с тем, что вы сегодня привезли документы, которые свидетельствуют о вашем исцелении и тот страшный диагноз, который у вас был — рак молочной железы. И для меня это тем более знаменательно, что вы профессиональный врач, человек, у которого есть и определенное базовое медицинское образование, и определенное медицинское, прямо скажем, мировоззрение, все-таки выбрали немножко необычный для профессионального медицинского работника путь. Год назад, в сентябре 2005 года, в диагностическом центре города Омска мне после ряда проведенных исследований поставили диагноз рак левой молочной железы. Образование было 13 миллиметров, с увеличенными лимфоузлами в левой подмышечной области, и уже были несколько лимфатических узлов и в правой подмышечной области. Затем меня отправили в онкодиспансер, сделали мне пункцию, которую подтвердили, нашли злокачественные клетки. Я только спросила: а что вы вообще предполагаете? Они говорят: ну, химиотерапия, операции и так далее. Значит, не знаю, что со мной было, но я сразу решила, я таким путем не пойду. Это не для меня. Не знаю, что мной двигало. Перед этим я знала уже ваши книги, я уже читала, я знала иной путь развития. Я стала продолжать читать книги. После прочтения книг, знаете, мне как хорошо становилось. Я видела путь, по которому я должна идти. Через полгода, в апреле уже 2006 года, я пришла снова в онкодиспансер только для того, чтобы сделать анализы и посмотреть, на какой стадии развития у меня все это находится. Значит, медики сказали, как, вот первые слова, когда я пришла через полгода, даже через 7 месяцев, с сентября по апрель: как, вы еще живы? То есть их сознание вообще изначально уже настроено на то, чтобы вас не вылечить, не спасти, а похоронить, верно. Потому что у них в книжке так написано, что человек с таким диагнозом в течение такого-то времени должен умереть. И другого варианта у них не предусмотрено. Нет. Они говорят: как, вы еще живете? Я говорю: да, я живу и буду жить. И они сделали пункцию левой молочной железы, и они не могли найти у меня раковые клетки. Где все скроется, и никто потом ничего, так сказать, не узнает. Земля все покрывает, как говорится. И вдруг вы приходите и подводите их, и у них первые мысли:
Под ударом их профессионализм получается. Или они ошиблись, или они чего-то в жизни в этой не знают, и ни то, ни другое их не устраивает. Нет, чтобы заинтересоваться. А как же это, оказывается, Нет, это такого возможно? вопроса даже нет. Вот разговаривали со мной грубовато, вот так вот, несмотря что я медик, врач, разговаривали со мной в конце, не сказали: вы что считаете, что чудо есть на белом свете? Вы что ждете? Вы к нам придете с таким метастазированием, и мы вас не сможем спасти. Значит, вот у меня все есть, значит, маммография, которая определяла, находила у меня узел в молочной железе, значит, 13 миллиметров, вот, 2005 года. Я все документы здесь оставляю. И вот свежие УЗИ, где у меня этого образования нет. Пожалуйста. Через год. То, конечно, мировоззрение у меня поменялось. Я совершенно другая. Я не та. Я на все события жизненные реагирую совершенно по-другому. Анализирую все, что со мной происходит, все встречи, каких людей мне подводят, почему мне это говорят. И все это пропускаю. Стараюсь жить в гармонии, чтобы со всеми людьми ладить, чтобы находить общий язык. В общем-то, меня не узнают мои близкие. Рассказывает ученик Григория Гробового и Аркадия Петрова Борис Николаевич Бойченко. Значит, первый случай регенерации был, значит, когда я проводил в городе Учелы, Башкирии, лекции и по методике Григория Петровича, и по методике Аркадия Наумовича. И к нам, это было в январе 2005 года, в начале января, значит, принесли мама, вот она принесла ребеночка своего, Ильнура, так, Тансулпан Эдуардовна ее зовут, так. И вот она принесла мальчика, они пришли с мужем, что у него отсутствует головка левой бедренной кости. Ну и принесли снимки, значит, этот снимок вот был сделан, и там видно, что вот косточки, например, нет, вот здесь вот нет, да, видно, нету да. косточки, и практически ребенок инвалид. Ему тогда было 7 месяцев, Эльнуру, и он не ходил, он не стоял на ножке. И первый как бы импульс был такой, направлен на то, что я взял и нарисовал на доске, просто нарисовал вот этот снимок. И нарисовал и показал, что вот здесь есть, а вот здесь нет. Давайте сконцентрируем, значит, свет через линзы души, духа и сознания и направим на то, чтобы вот у мальчика выросла косточка. Там были мастера рейки, они в основном занимались раньше рейки, да, и вот по... Но навык все равно работы с энергией не имеет, есть, конечно. обязательно. То есть там Рима Казбековна, мастер, она очень хороший человек, и то есть главное показать, куда направить эту энергию. И когда вот они посмотрели, что вот надо помочь, и они всегда помогали людям. А тут мы концентрацию сделали такую световую через, значит, взаимодействие души, духа и сознания. И вообще-то мы не ожидали даже результата. То есть был порыв души, был первый такой отклик помочь человеку, помочь ребенку. И когда мы вот это вот сделали, ну, они еще 2-3 раза сделали с группой в течение нескольких там недель, да, самостоятельно уже их показал, эту технологию, научил. И когда, значит, в марте мы приехали, значит, оказалось, что у мальчика у этого выросла косточка, что вот она вот здесь на снимке, вот это уже в марте месяц, косточка есть. Да, вот она очень четко обозначена, вот она, вот, эта косточка. Да. И буквально вот недавно перед отъездом в Москву, когда мы к вам ехали, сделали видеозапись, значит, где мама рассказала, ребеночек активный, ему больше года уже, он бегает, значит, у него проблем со здоровьем нет. И это большая радость. Это самое главное в достижении. Потому что и это пропаганда знаний. Потому что когда люди смотрят, они убеждаются, и кто бы там что ни говорил, о том, что вот, значит... Это факт, Да, потому это что факт. это факт. Хотя объяснить тоже несложно, потому что организм человека – это та структура, где мы просто еще не научились управлять процессами.
Технологии фонда Аркадия Петрова получают все большее признание не только в России, но и за рубежом. Петров был приглашен на международную конференцию по проблемам онкологии в Германский онкологический центр в Штутгарте. Вот как оценил его технологии признанный ученый, директор центра Лотар Хернайзе. Я должен начать несколько издалека, для того, чтобы вы, по возможности, могли меня понять. Когда около 8 лет назад я начал активно заниматься проблемами онкологии, я был уверен, что химиотерапия является достаточно хорошим средством для лечения рака. Далее, в процессе развития своих познаний в области онкологии, я узнал о таких цитотоксических средствах, как фитамин С и так далее, многие из которых вам известны. Тогда передо мной встал вопрос, насколько необходимо столь радикальное вмешательство, связанное с разрушением клеток. И я, как и многие из вас, предпринял попытки глубже исследовать причины возникновения рака. Я начал интересоваться новыми направлениями медицины, метамедицины, синергетики и тому подобным. Эти направления изучают глубинные причины возникновения рака. В прошлые годы, как это ни странно звучит, я часто приглашал докладчиков, которые выступали против химиотерапии и традиционных методов лечения рака. На этот раз я пригласил докладчика, который не выступает непосредственно против классической медицины, но который говорит о таких вещах и сообщает такое, что выглядит достаточно странно. Это противоречит и моим собственным представлениям. Я считаю необходимым сказать вам это перед показом фильма для того, чтобы вы были способны сами обдумать и оценить содержание фильма. Некоторые положения в докладе Аркадия Петрова выглядят совершенно иначе, чем вы могли бы себе представить. Например, прооперированные человеческие органы, оказывается, могут расти. Женщины с удаленными яичниками могут рожать. То же самое с прооперированной маткой и другими органами. Удаленный хирургическим путем желудок снова оказывается на месте. И все это факты. Когда я услышал об этом в первый раз, я подумал, нет, такое не для меня. Но я очень любознательный человек и подумал, я уже во многое поверил, мало ли что еще может быть на этом свете. Я встретился с этим человеком. К сожалению, тогда его работы были напечатаны только на русском языке. А я знаю по-русски только слова «водка», «на здоровье», «на вечеринку». Мне нужен был перевод, конечно же, не всех трудов. Это немыслимо. Огромные книги и все на русском, которые, разумеется, не были переведены. Но, слава богу, у меня есть несколько русских друзей, увлекающихся шахматами. И если ты играешь в шахматы, то ты уже автоматически находишься с ними в одном мире. Так я нашел в Штутгарте много русских друзей, которые прочитали мне эти книги и сообщили их основное содержание. Когда я получил первые переводы трудов господина Петрова, я подумал, вот это да. Когда я углубился в его труды, я не смог поверить всему. Поэтому я сам встретился с его пациентами. Первый раз это случилось в Гамбурге, где господин Петров проводил свои семинары. Тогда я просто поговорил с пациентами, с которыми, я бы сказал, произошли вот эти невероятные вещи. Когда я встретился с русским хирургом из Гамбурга сразу после его встречи с Петровым, то увидел, что он полностью деморализован. Я спросил, что случилось, и тогда он рассказал мне свою историю. Он уже более 10 лет работает в Гамбурге хирургом. У его матери был рак, и она побывала в Москве у господина Петрова и излечилась. Этот хирург ничего не понял и поехал в Москву к Петрову, провел там некоторое время. И теперь у него возникла огромная проблема. И когда он вернулся назад, он сказал: «Как же я дальше буду работать в той медицинской среде, где я проработал уже много лет? Это невозможно, поскольку я видел, каких результатов добивается Петров в своей работе». В конце этой недели он вернулся из Москвы, где опять провел продолжительное время и многому научился.
Он сказал мне: «Я не могу теперь себе представить, что я буду делать, когда в понедельник приступлю к своим обязанностям в клинике». Это была только предыстория, перед тем, как вы сегодня действительно услышите нечто необычное. Господин Петров покажет сегодня фильм и сделает доклад, в котором речь идет о бессмертии клетки. В России сегодня возникают по этому поводу политические, общественные и другие дискуссии, в том числе и с участием церкви. Нападки на профессора идут с разных сторон. Возможность бессмертия клетки категорически отрицается. Но мы знаем, что бессмертные раковые клетки сейчас используются повсеместно в разных лабораториях. Их называют «Хеллан», в честь американца Хеллановски, который умер в 1949 году. Эти клетки используют в разных лабораториях. Но могут ли быть бессмертными обычные клетки? Профессор Петров говорит, что обычные клетки могут быть бессмертны. Мы можем жить намного дольше, чем представляли раньше. Он пошел еще дальше, и мы понимаем, почему это интеллектуально очень тяжело. Он сказал, что с помощью того, что мы называем клетками, мы можем направлять внешнюю энергию внутрь и реставрировать организм. Насколько вы себе можете представить, эти утверждения подверглись критике как со стороны православной церкви, так и, по моему убеждению, Ватикана. Это не позволяет и Библия, где есть история про Лазаря, который умер через 2 часа. Но Петров и не говорит другого. Господин Петров любезно предоставил небольшой фильм о своей работе с пациентами. Речь идет о раке, хотя Петров не онколог, и о регенерации органов. В фильме показано, кто мы, как функционируют наши системы на макро- и микроуровнях. После 20 минут просмотра господин Петров сможет ответить на ваши вопросы и дать пояснения. Это фантастика, которая постепенно становится реальностью. Und im makroskopischen Bereich. Und ich möchte Ihnen jetzt einfach in den nächsten 20 Minuten vor der Pause einen kleinen Film über seine Arbeit zeigen. Und nach der Pause dann wird er bzw. seine Übersetzerin Frau Pede Ihnen erklären, was er hier tut. Во время выступления Петрова на этой конференции его переводчиком была Женя Петри. Трудно было поверить, что еще совсем недавно она настолько плохо видела, что не могла передвигаться без посторонней помощи. Сейчас же у нее полноценное зрение. И произошло это в результате курса лечения, который по своей методике провел с ней в Гамбурге Аркадий Петров. Dass, wie Sie das schon gemerkt haben, wird das Wissen jetzt auf in die anderen Sprachen übersetzt. Und das, was wir machen... Она вот, которая делала доклад о психиатрии, да, и вела себя... Секция, посвященная вопросам биоинформационных технологий восстановления здоровья, проводилась фондом Аркадия Петрова. Руководил секцией Аркадий Петров. Я ей говорил, ну как, если вы занимаетесь медициной, неужели вас это все не интересует? Она говорит, это все самореклама. И все. То есть вот у них все вот так. Хоть потом приходят и говорят, а как же, а почему не слышно ничего об этих технологиях, а почему мы о них ничего не знаем? Но как только эти технологии к ним подступают вплотную, они тут же, ну, я понимаю почему, потому что, вы знаете, если серьезно воспринимать, а не воспринимать серьезно нельзя, вот то, что было показано, прозвучало, значит, тогда они не нужны. И они понимают, что рушится все. Все можно решать совершенно по-другому. Без скальпеля. Вот как тот хирург, врач из Гамбурга, который вот съездил, у которого маму от рака вылечили, он приехал, все-таки выяснил, почему, как. Он наблюдал, он 2 недели провел здесь, в Москве, наблюдая вот эти процессы, как мы работаем, сам прошел обучение. И вернулся, и вот у него совесть, потому что есть, понимаете. Он-то действительно в этой медицине, потому что он хочет помогать людям. А многие люди в медицине, потому что они хотят устроить себя.